свыше 6400 правовых актов. Законность издания правовых актов региональными органами госвласти и местного самоуправления обсудили на встрече с участием заместителя генпрокурора России. Половины улицы затапливают. Потом уже выходят на другие участки и на другую улицу. Проблема подтекающих резервуаров в Кантышеве решится, не опрокидывая при этом чашу терпения местных жителей. С положением этого коллектора очень вольготно будет и жителям округа. Блажь, которую ждали. В Насыркорте продолжают прокладывать новый канализационный коллектор. Вчерашнего дня мы получили больше 400 звонков. Позвони им, позвони. Номер оперативного штаба правительства стал еще доступнее. Из математики, в частности, я доказал 5 аксиом. Неразрешимый пятый постулат Эвклида поддался Исрапилу Цечоеву. Мифическая история с научным подтекстом. Это новости 24, студия Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня в Магасе заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук провел оперативное совещание по вопросу состояния законности при издании правовых актов региональными органами госвласти и местного самоуправления СКФО. В совещании приняли участие Юнусбек Евкуров, прокуроры субъектов России, работники управления Генеральной прокуратуры в СКФО. Иван Сидорук отметил, вопросы, вынесенные на повестку дня, имеют важное значение не только для правоохранительных органов, но и для представителей исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. По его словам, анализ практики прокурорского надзора показал, что больше всего нарушений допускается при правовой регламентации бюджетных, налоговых, земельных и жилищных правоотношений. В прошлом году органами госвласти округа принято свыше 6400 правовых актов. На уровне органов местного самоуправления принято свыше 21 тысячи таких актов. Все эти правовые акты были предметом надзора органов государственных, органов прокуратуры, как на изначальной стадии принятия их, так и в процессе их исполнения. Для реализации этих целей практически в каждой прокуратуре были заключены соответствующие соглашения с контролирующими органами, с исполнительными органами власти. Также практически в каждой прокуратуре имеются соответствующие рабочие группы. Кроме того, прокуроры использовали право нормотворческой инициативы. Вами было подготовлено свыше 900 различных проектов правовых актов. Ну а в тех случаях, когда правовые акты противоречили действующему законодательству, прокуратурой было оспорено 360 актов органов государственной власти и почти 7000 правовых актов муниципалитетов. Юнусбек Евкуров согласился с тем, что местное законодательство должно быть приведено в соответствие с федеральным законом. При этом руководитель региона считает, что ряд изменений можно будет внести в Конституцию Ингушетии только через референдум. Проведение в соответствии с закрепляющими сельскими поселениями, отдельные вопросы местного значения по коррупциогенным факторам. Здесь я не вижу никаких проблем. После этого совещания мы отдельно тогда с прокурором республики проведем свое совещание. И я думаю, здесь проблем особых в этом не будет. Мы в короткие сроки это все подведем и исправим, приведем норму. Но первое, еще раз говорю, это самое главное для нас Конституцию привести в норму соответствии. Если получится по схеме юридической, без референдума, значит, мы тоже это сделаем. В целом я желаю вашему собранию успешной работы. Еще раз подчеркиваю, что это необходимо для регионов и значимо для Республики Ингушетия. То, что, Иван Иванович, вы сегодня собрали здесь весь коллектив прокурорский Северо-Кавказского федерального округа. Ну и, конечно, для поддержки нашего прокурора республики, который только что вступил в должность. Это тоже важно. Также в рамках рабочей поездки в Карабулак Юнусбек Евкуров посетил ингушскую гофрокартонную фабрику. Напомним, проект стоимостью около 140 миллионов рублей реализован в рамках ФЦП социально-экономического развития Ингушетии до 2016 года. Чистая прибыль, согласно прогнозам экспертов, составит чуть более 57 миллионов рублей. Сейчас упаковочные материалы из картона продают местным компаниям. После осмотра цехов и вспомогательных помещений глава региона обсудил с руководством предприятия Биланом Хамчиевым, мэром Муслимом Яндиевым
возможности создания линий по производству материала для фасовки яблок для компании «Братцевская» и агрофирмы «Сад-Гигант», одними из ведущих в России предприятий по производству фруктовой продукции. Надежная и прочная упаковка необходима в первую очередь пищевикам. В ближайшее время продукцию начнут вывозить другие регионы России. К этому моменту завод запустит все мощности и примет на работу более сотни человек. На базе завода «Полимер», расположенного в промышленной зоне Карабулака, предполагается выпускать трубы для устройства растительной системы садов интенсивного типа компании «Братцевская». В планах руководства хозяйства доведение площадей яблоневых садов с 240 до 1000 гектаров. О необходимости создания соответствующих тех условий и дополнительной системы орошения говорилось на встрече главы Ингушетии, депутата Госдумы Билана Хамчиева и представителя компании «Братцевская» Бекхана Хамчиева. Материал агропредприятия готово закупать у местного изготовителя завода по производству полимерных труб. Руководитель субъекта оценил производственные мощности и поинтересовался объемами заказов, ходом передачи завода в аренду техстрою в рамках подписанного государственно-частного партнерства. По словам представителя завода, на производственных линиях есть возможность выпускать трубы наружных сетей газовой промышленности, водоснабжения и канализации. Мощность полимера довести до 20 тысяч тонн в год. Сейчас завод выполняет заказ филиала «Газпрома» в Ростове-на-Дону на несколько десятков миллионов рублей. Не откладывая решения проблем и просьб, прозвучавших в прямом эфире программы «Диалог с народом», компетентные органы, выполняя прямое поручение главы региона, в ускоренном порядке берутся за решение вопросов. Сегодня разбирались с обращением Магомеда Албакова из Кантышева. Он поделился 5-летней проблемой местных жителей. Ветхие водяные резервуары постоянно протекают, затапливая при этом близлежащие улицы. Лейла Гайсанова с подробностями. Один из тех, кто обратился к главе со своим вопросом, был Магомед Албаков. Его, как и жителей сразу нескольких улиц Кантышева, волнуют водяные резервуары, обеспечивающие питьевой водой все село. Без малого 2264 дома. Кроме того, что они уже больше 5 лет постоянно протекают, когда уровень воды в них становится больше, она просто выливается через боковые трубы. Особенно интенсивно это происходит в ночное время. Это доставляет массу неудобств. Зимой, как говорят жители, на улице лежит лед толщиной до 10 сантиметров. Проходит несколько участков, выходит через мой огород на улицу. Естественно, дорога тоже ломается. Идет дальше. Почти половину улицы затапливает. Потом уже выходит на другие участки и на другую улицу. Больше остальных не повезло и Седзу Матову. Его дом находится совсем рядом со скважинами. Из-за воды, которая постоянно капает, дом осел и дал немалые трещины. Даже капитальный ремонт ситуацию не спас. Пришлось строить еще одну пристройку. И опять та же картина. Находиться в этом помещении опасно для жизни, а в семье Исы 11 детей. Старший сын Бекхам помогает отцу чем может, но все бесполезно. Буквально уже в течение нескольких лет вот такие трещины. Туда свободно рука может пройти. Полностью в доме ни ремонт, ничего нельзя сделать. Почему? Ты как только что-то заделаешь, опять образуются эти трещины. Так во всех комнатах. В последнее время воды стало меньше, и улица уже не затоплена. Жители говорят, это связано с тем, что наступило лето. Люди расходуют воду и днем, и ночью, поэтому, видимо, резервуары не успевают наполниться. Проблема еще и в том, что они поставлены более полувека назад и уже приходят в негодность. Необходимы и накопительные баки, которые должны помочь устранить недочеты. После обращения Магомеда Албакова на программу «Диалог с народом» Юнусбек Евкуров дал поручение в ситуации разобраться. И уже по окончанию священного месяца Рамадан начнется работа по устранению проблемы. Эти резервуары обеспечивают все село, поэтому отключить один насос нельзя. А так как они ветхие, уже они постоянно текут. Сейчас после праздников, после Рамадана, сейчас обещали нам сделать, заменим мы сделаем. Беспокоиться скоро будет не о чем, если только о том, что огороды, которые сейчас затапливаются, придется поливать чаще. Лейла Гайсанова, Ахмед Парчиев, Новости 24. Современное искусственное покрытие с высоким ворсом, по окружности каучуковая беговая дорожка длиной 400 метров. Такие преобразования ждут полувековое футбольное поле стадиона имени Дьякова в Орджоникидзевском. Здесь также установят теннисный корт, а для болельщиков продумали новые трибуны. В общем, началась масштабная реконструкция. После ее завершения можно будет проводить соревнования серьезного уровня. Хадя Дельбиева расскажет подробнее. За все время существования этого футбольного поля, то есть с середины прошлого века, оно не знало такой масштабной реконструкции.
Хамзат Тимирбиев с нетерпением ждет, когда вновь соберет старую школьную команду и выйдет на новое футбольное покрытие, чтобы взять реванш у своих противников команды из школы номер 2. Старое покрытие ровесник Хамзата и уже морально устарело. Играть на нем в последнее время было сложно. До реконструкции поля нам было очень сложно играть, так как там были комочки, были ямы, мы цеплялись за них, падали, и очень было трудно играть на таком поле. Работы на стадионе имени Дьякова начались с основного поля. Современное искусственное покрытие с высоким 6-сантиметровым ворсом должно снизить вероятность травм среди футболистов. Футбольная команда сельского поселения Орджоникидзевска была вынуждена играть в городе Карабулак. Чисто из-за этого, потому что у нас поле было в очень плохом состоянии. К нам приезжал футбольный эксперт, поставил техническое поражение 3-0 в связи с тем, что мы не могли принять на своем поле игроков. А по периметру футбольного поля протянут каучуковую беговую дорожку длиной в 400 метров. На такой обновленной спортивной площадке можно будет проводить самые серьезные соревнования, уверено руководство стадиона. Кстати, с апреля этого года именно тут все организации района сдавали нормы ГТО. Примерно каждый день около от 20 до 60 человек посещают стадион, играют в баскетбол, футбол, волейбол и так далее. Бегом занимаются каждый день. Даже люди пожилого возраста каждый день занимаются ходьбой. Данному стадиону около 60 лет. После реконструкции, я думаю, стадион еще прослужит не один десяток лет. Изменения коснутся не только спортсменов, но и болельщиков. В плане реконструкции предусмотрен ремонт трибун и освещения. Все 1200 посадочных мест будут укрыты от непогоды специальным козырьком. А на месте старых баскетбольной и волейбольной площадок появится новый теннисный корт. Хадия Дельбиева, Рамзан Миржоев, Адам Далаков. Новости 24. Оформление паспортов, регистрация ИП, прописка, выписка и многие другие услуги вполне удачно предоставляют в режиме одного окна. Это особенность работы многофункциональных центров. Принцип одного окна, заложенный в основу работы этих центров, очевиден и полезен. Те из жителей, кто хотя бы раз воспользовался этой упрощенной процедурой, уже понимают все ее преимущества. Репортаж Светланы Томовой. Получить нужные документы, бегая по различным инстанциям, по разным адресам, не так-то просто. Чтобы все собрать и получить, наконец, одну долгожданную бумажку, иногда уходят месяц, а то и 2. С появлением многофункционального центра эта проблема ушла в прошлое. Здесь дела решаются по максимуму быстро. Клиентов обслуживают молодые и вежливые операторы, которые уже прошли профессиональную подготовку. В основном к нам приходят для получения услуг регистрации права собственности. Очень много приходит для записи детей в дошкольные учреждения. На самом деле вот с появлением МФЦ вот это получение услуг оно стало намного доступнее, намного комфортнее для жителей республики. Через МФЦ все гораздо проще. Человек может сдать все нужные для получения той или иной услуги документы в короткие сроки. Здесь для этого 20 окон обслуживания. Клиенты уже оценили экономию сил и времени. У меня оформление земельного участка. Первичное оформление. Хожу я сюда уже несколько раз. Мне они еще заявление на загранпаспорт писали и ребенку оформляли. Главное, что очередей нету. Я вижу, люди довольные. Среди большого перечня государственных и муниципальных услуг многофункционального центра оформление паспортов, регистрация ИП, прописка, выписка и многое другое. Спектр услуг в дальнейшем планируют увеличить. В данный момент 55 услуг. Мы добавили услуги Охотсоюза, то есть можно получить охотничий билет, подать документы на получение охотничьего билета. Пенсионный фонд услуги мы добавили. Услуги налоговые добавили. Согласно постановлению 797 мы федеральные услуги добавили. Но в данный момент ситуация такая, что мы наш перечень увеличили именно нормативные документы. И до конца года наш перечень будет 151 услуга. Точное количество, которое мы уже сегодня знаем. Плюс будем оказывать какие-то дополнительные услуги. Главная задача МФЦ – оказание госуслуг жителям республики в максимально короткий срок в режиме одного окна. Также существует номер горячей линии, по которому каждый житель республики может проконсультироваться со специалистом, не выходя из дома. Светлана Томова, Рахман Цуров, Новости 24.
В Насыркорте продолжаются работы по установлению канализационного коллектора. Его начали прокладывать в марте. Задействовали десятки рабочих. Реализация этого процесса местным жителям нужна, говоря прямо, как свежий воздух. Но вровень с полезной миссией идут и некоторые осложнения. На них подробнее Ирина Цчоева. Канализационный коллектор для Насыркорта не роскошь, а необходимость вывозить каждый день содержимое выгребных ям целого сельского поселения. Это целая канитель. А к новому коллектору подключат и 18-этажные дома-близнецы, и перинатальный центр, детскую больницу и многие другие объекты в Насыркорте. Как говорится, минус хлопоты плюс чистая вода и свежий воздух. По поручению главы республики, Минстрой республики провел очень большую работу, чтобы провести этот канализационный коллектор по территории Насыркортского округа и Альтиевского округа. Он занимает 6,5 километров. С положением этого коллектора очень вольготно будет и жителям округа, потому что, зайди в каждый двор, везде вырыты канализационные ямы выгребные, где 13, где 15 метров. А это, в свою очередь, оказывает очень отрицательное влияние на окружающую среду, подземные воды. Недалеко протекает река Нясари. Прокладывать трубы начали еще в марте месяце, задействовав для этого около 30 рабочих и 12 единиц техники. По улицам Хрущева, Полиничка, Богатырева, Хутиева и Насыркортской канализацию уже провели. Мы немножко не успеваем от дождей летние, не успеваем с отсыпкой балластов, потому что в силу вот этих причин, что где-то, значит, еще основание не подготовлено. Готовишь основание, дождь идет. Ну, вот есть. А так мы идем, работаем. Правда, местные жители сетуют, что на многих участках улиц рабочие не соблюдают правила безопасности. Нет ни предупреждающих знаков, ни ограждений. И в любое время ребенок может упасть в яму. А дальше последствия могут быть печальными. Жители улицы Магушкова считают, что строительство коллектора ломает их мечту. Причем в буквальном смысле слова. Здесь только что проложили новый асфальт. Но очень скоро, боятся жильцы, от их благоустроенной улицы останутся только приятные воспоминания. Дети, очень много детей без, как бы, ну, вы знаете, вы видели яму, там какую котлован они, 6 метров. Если туда ребенок упадет, навряд ли он жив останется. Поэтому здесь никогда на месте не бывает хозяина. Вот в чем дело. Должен быть на объекте такую работу вести, должен быть кто-то хозяин быть здесь, чтобы постоянно контролировать работу. Нашлись люди, которые тут все это разрушили. Тут такой вопрос, ставится такой вопрос. После всех завершений этих работ, вот, прокладки этой системы, кто будет ремонтировать эту дорогу, кто его ведет в надлежащий вид, как он был до этого. Впрочем, подрядчик обещает после окончания работ вернуть улицу в прежнее благоустроенное состояние. И переживать по этому поводу жителям Насыркорта вовсе не обязательно. Окончательно работы по прокладке канализационного коллектора в Насыркорте завершатся в конце июля. И подрядчик обещает вернуть улицу в прежнее благоустроенное состояние. Но исполнит ли он свое обещание, покажет время. Ирина Цчоева, Ахмед Парчиев. Новости 24. В правительстве Ингушетии продолжает функционировать оперативный штаб, который позволит четко реагировать на обращения граждан по вопросам газа, электро- и водоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Абубакар Мальсагов. Звонки от жителей нашего региона принимаются в круглосуточном режиме и направляются в компетентные органы. Результаты рассмотрения жалоб будут обязательно доводиться до заявителя. Обратиться в оперативный штаб можно по следующим телефонам. Код 8 87 34 55 14 23. Мобильный 8 928 747 75 44. Вчерашнему дню мы получили больше 400 звонков. Из них процентов 80 это звонки, которые касаются именно коммунальной сферы. Трех основных – это вода, газ и свет. И в лидерах находится по количеству звонков это город Назрань. Больше 80 звонков мы получили за истекшие сутки. За ними идет Назрановский район, Сумжинский район и Малгобекский муниципальные районы. Работники оперативного штаба стараются сделать все возможное для того, чтобы ситуация с газоснабжением, водоснабжением и электричеством нормализовалась. Должен вам сказать, уважаемые граждане республики, что есть причины, которые невозможно решить ни за час, ни за сутки, может даже не за месяц. Это вопросы касается особенно водоснабжения. Там, где не хватает мощности для того, чтобы обеспечить в такой тяжелый период
всех водой. Поэтому, естественно, правительство делает определенные выводы, и в программу 2016 года мы вносим коррективы для того, чтобы в этих проблемных районах, муниципальных образованиях, как бы уже к следующему лету решить эту проблему водоснабжения. Сейчас активно идет подготовка к уборке урожая озимых. Ситуацию в любой момент может усложнить палящий зной или же человеческий фактор. Одной искры достаточно, чтобы пшеничное или ячменное поле превратилось в огненное. И тут без оперативной помощи аварийных бригад уже не обойтись. Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, МЧС Ингушетии проводит операцию «Урожай». Как аграрии соблюдают требования пожарной безопасности, расскажет Магомед Измайлов. Считанные дни остались до начала жатвы на республиканских полях, а значит, самое время позаботиться о своевременной подготовке, в том числе и противопожарной. С этой целью сотрудники надзорного ведомства проводят инспекционные проверки. ГУПов осматривают технику, складские помещения и проверяют знания персонала о порядке действия при возникновении угрозы пожара. На данных проверках до руководителей организации доводится все, что им необходимо сделать: инструктаж, меры безопасности, пожарной безопасности, первичные средства, чтобы у них в полном объеме были все, чтобы личный состав у них прошел пожарно-технический минимум, руководитель провел с ними обучение, складские помещения, чтобы были готовы, опашка территории, чтобы была произведена своих полей у них. В ГУПе «Магаз» активно готовятся к жатве. У предприятия почти 900 гектаров посевов зерновых. Для хранения урожая работники предприятия реконструируют складское помещение. Пожарный инспектор делает замечание. Деревянные элементы конструкции склада необходимо обработать огнеупорными составами, а также обеспечить исправными огнетушителями и планами эвакуации. Будем обрабатывать склады противопожарной этой безопасности. Все полностью инвентарь у нас, огнетушители полностью завезли, щиты подготовлены. Также большую пожароопасность представляют большие площади, готовые к уборке пшеницы. Даже незначительное возгорание может привести к потере всего драгоценного урожая. Поэтому и во время самой жатвы надзорные службы будут проводить проверки ГУПов на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности. Магомед Измайлов, Адам Шибилов, Новости 24. В Назрановском аграрном техникуме юбилейный выпуск, уже 80-й по счету. Сегодня вручили дипломы более сотни специалистам самых разных направлений. Среди них зоотехники, ветеринары, земледельцы. Ну а тем, кто только планирует обучение, добро пожаловать вместе с документами. Индира Манкиева расскажет. Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни каждого студента. Ребята с нетерпением ждали его на протяжении долгих лет учебы. А вот теперь выпускники почему-то невольно взгрустнули. Пары, перемены, сессия – теперь все это позади. А впереди их ждет взрослая жизнь. И нужно думать, куда пойти работать. Лейла Кариева 4 года училась на ветеринара. Она гордится своим выбором и уверена, что без работы не останется. Но учебу она тоже прекращать не собирается. Хочу устроиться в Махачкале по профилю. Потом дальше работать. Этот выпуск в техникуме юбилейный, 80-й. 106 выпускников получили сегодня путевку в большую жизнь. Но особенно преподаватели гордятся обладателями красных дипломов. Для преподавателей техникума сегодня тоже праздник со слезами в уголках глаз. Каждый год в этот день, с волнением давая ребятам последние советы, они провожают во взрослую жизнь тех, кому успели отдать частичку своей души. Конечно, провожая наших выпускников, они чувствуют, конечно, грусть, что они у нас проучились столько лет, и мы их провожаем. Дети, конечно, есть. На первый курс, когда они поступили, были, конечно, моменты отрицательные, были и положительные моменты, и хорошие моменты были. На то они и дети. Взволнованные выпускники в ответ на теплые напутственные слова спешат выразить свою благодарность всему педагогическому коллективу техникума. Учили нас лечить животных, соблюдать правила асептики и антисептики, и личной гигиены. Учителя хорошие. Я им благодарна за то, что они нас учили и терпели нас. Спасибо им большое. Проводив одних, преподаватели спешат встретить новых студентов. В колледже с 1 июня идет прием документов от абитуриентов, а в этом году желающих поступить сюда больше обычного. Только за один день на факультет права и организации социального обеспечения было подано 97 заявлений. На новый 15-16 учебный год мы по квоте получили 240 мест по очной форме обучения и 125 мест по заочной форме обучения. Идут достаточно активно.
Это все сказалось на том, что мы получили престиж. У нас 6 специальностей. Это зоотехния, агрономия, ветеринария, право и организация социального обеспечения, землеустройство и экономика, бухгалтерский учет. Планирую набрать по одной группе. Людей очень много. Магомед Амин Султыгов – один из тех, кто решил поступить в техникум после 9 класса. При этом он выбрал юридический факультет как наиболее интересный и перспективный. Я выбрала юридический факультет, решила поступить, потому что, не знаю, просто с 9 класса хотела поступить в колледж. Мама Магомеда полностью поддерживает сына в выборе образования. Поддерживаю, потому что он еще до конца не определился. У него там, по его мнению, очень разные направления интересуют. Ну и мы решили сначала закончить этот техникум, тем более отец его здесь учился, закончить этот техникум, а потом уже продолжить свое обучение. Прием документов в техникум завершится 10 августа, а 20-го уже будут вывешены приказы на зачисление. Индира Манкиева, Магомед Урсханов, Новости 24. Пятый постулат Эвклида не подвластен математикам уже 2 тысячелетия. Эта наука действительно хранит много тайн. Аксиома параллельности – одна из ярких загадок, предложенных человечеству. Но ревизор Исрапил Цычоев утверждает, что справился с нелегкой задачей. Правда, публиковать свой научный труд он не торопится, боясь утечки информации. Подробнее обо всем расскажет Хава Султыгова. Вероятно, в математической науке не найти более захватывающую и драматичную историю, чем история пятого постулата Евклида, или, как его еще называют, аксиома параллельности, лежащая в основании классической планиметрии. На протяжении 2 тысячелетий ее пытались доказать именитые математики всего мира, но доказательства ей никто так и не нашел. Исрапил Цычоев, главный ревизор Управления финансово-бюджетного надзора, имеет 2 высших образования, увлекается изучением точных наук и утверждает, что сумел доказать пятый постулат Евклида. Из математики, в частности, я доказал 5 аксиом. Закон о невозможности возникновения элементарных частиц из абсолютного вакуума, скажем так, это первое доказательство возникновения Вселенной. Это доказал далее. Закон о пределе делимости атома, то, что атомы делимы не до бесконечности, так как у них есть предел делимости. Об этом ведут физики много споров. Одни предполагают, что они конечны в своем делении, другие считают, что они бесконечны в своем делении. Но я конкретно и точно доказал, что они имеют конкретный свой предел. Те, кто, образно говоря, дружил с геометрией, наверное, помнят слова учителей, что аксиома не требует доказательств. Это очевидность, ясная сама по себе. Такого же мнения, принятого в традиционной математике, придерживается и Айшат Заурова, математик, преподаватель в школе Кантышева. В сфере чисел, теорем и доказательств она работает с 1979 года. Этот пятый постулат, конечно, выходит за рамки того, что мы изучаем сейчас. Это уже высшее что-то, что просто невозможно, мне кажется, объяснить сейчас. Требующее свое научное доказательство, научное исследование, соответственно, сначала, а потом, если к чему-то придут, конечно, как доказательство мы можем опереться на них. А если была бы известна методика, мы, наверное, смогли бы, да? Да, если бы конкретнее методика, в чем заключается методика, сравнить эту методику с тем, что мы сейчас имеем, конечно, тогда можно было как-то сравнить, сделать какой-то перевес, где что лучше взять элементы, более реально доступные уму человека, и дать какое-то объяснение. Исрапил так и не раскрыл нам способ доказательства пятого постулата, но он планирует официально зарегистрировать свои научные наработки. Правда, тут есть свои нюансы. Мне нужна была бы поддержка. Поддержка в каком плане? Не финансовая, нет, отнюдь. Мне необходимо, чтобы мне помогли на стадии регистрации. Когда документы будут поданы на регистрацию, я бы не хотел бы утечки информации. Просто со слов, мало ли, я знаю, что многие физики со мной сейчас поспорили бы, но, как говорится, всему свое время. Когда я зарегистрирую, и будем спорить, и рассуждать на эту тему. Как говорится, истина рождается в споре, но возможность публично обсудить доказательства Исрапила Цычоева появится только после их официальной публикации. Будем надеяться, что научные труды Цычоева будут со временем столь же известны, как и начало Евклида. Хава Султыгова, Рахман Цуров, Новости 24. Таким был вторник. Следите за новостями на канале Ингушетия. Мы расскажем вам много интересного. Спасибо за внимание. Спокойной ночи.